Во время пандемии предприниматель Алчинбек потерпел убытки. С повышением курса доллара стоимость товара тоже увеличилась. Но он не рад этому, поскольку самому приходится покупать товары у других. Например, сейчас 5 литров растительного масла стоит 600-700 сомов. Это российское масло. Сюда приходит по такой цене. Очень сложно для нас продавать такие дорогие товары. Цены на основные продукты питания побили все рекорды. Молоко, растительные масла, мука, яйца и мясо за последние 2 недели людям приходится покупать дороже. На мясо в некоторых регионах цены повысились до 500 сомов. Это примерно на 50%. Я со своей супругой пенсионеры. Еле сводим концы с концами. А тут цены повысились. Нам очень сложно. Пенсия повысилась всего на 300 сомов. А цены какие? Посмотрите, какое дорогое мясо. Работники рынков называют основную причину роста цен. Это взлет курса доллара. За месяц американец подорожал на 5 сомов. Из-за доллара по сравнению с прошлым годом на рынке все примерно подорожало на 300-400 сомов. Страдает простой народ. Доллар штормит уже 2-й месяц. Для сглаживания колебаний на валютном рынке Национальному банку пришлось продать рекордные 42 миллиона долларов. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но в начале недели он вновь начал резко расти, за 2 дня подорожав на 2,5 сома. Позже курс немного стабилизировался, но в выходные дни снова вырос до 84 сомов 50 тиинов. Евро при этом преодолел отметку в 100 сомов. Накануне курс снова вырос, достигнув 84 сомов 90 тиинов. Какие факторы повлияли? Это, во-первых, это мировой экономический кризис под влиянием пандемии, закрытие границ, сокращение экспортно-импортных операций. Все эти моменты привели, и плюс снижение экономической активности в нашей стране. Это экономические, объективные процессы и те политические процессы, которые произошли у нас в октябре месяце, тоже повлекли за собой снижение экономической активности, сокращение финансовой помощи. А между тем Национальный банк продолжает выходить на валютный рынок с интервенциями в надежде на сглаживание курса. Бакыт Кулчуманов, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.